На выставке России в Москве на прошлой неделе торжественно презентовали первые в истории игры будущего. Они пройдут в Казани в феврале. Еще одно достижение Татарстана – умение проводить самые крупные международные соревнования. Мы с вами были свидетелями универсиады, чемпионатов мира по футболу и водным видам спорта. И вот впереди игры будущего. А сколько в Татарстане золотых чемпионов и команд, которые стали брендами спортивной России, пересчитать трудно. Этот год стал юбилейным для команды «КамАЗ-Мастер». 35 лет назад по инициативе энтузиастов, по-настоящему увлеченных людей, на КамАЗе появилась спортивная команда. Тогда вряд ли кто представлял, что это начинание обретет такие масштабы. Сегодня созданный при заводе коллектив уже давно воспринимается как национальная сборная России, мировой лидер, уникальная команда, отстаивающая спортивную честь нашей страны на трассах любой сложности. О полосе препятствий этого большого пути к победам расскажет Диляра Юсупова. На сцене представители команды, конечно, не в полном составе. За всю историю их перевалило за 50 человек. Одно поколение сменялось другим, но что оставалось прежним – гонка за первенство и вера в свою команду. Было время, когда слова «Казань», «Татарстан» в Европе прочно ассоциировались с футбольным рубином. Слава хоккейного акбарса не вызывает сомнений, но, пожалуй, главным спортивным брендом республики вот уже много лет остается КамАЗ-Мастер – гегемон мирового автоспорта в классе спортивных грузовиков. История команды в международных ралли началась в 1988 году, когда челнинские грузовики дебютировали на ралли Ельч, проходившем в Польше. Трасса состояла из 2 кругов общей протяженностью 800 километров с ямами и препятствиями. Тогда руководство было против того, чтобы советская команда в принципе выходила на ралли за пределы страны. Боялись, что это нанесет удар по репутации советского машиностроения. Группа спортсменов, которых командировали на первую гонку в Польшу и привезли неплохой результат тогда. Вот с этого момента по приезду уже в штатном расписании появились еще и специалисты разного там направления, испытатели, слесари, которые были вовлечены именно в работу по подготовке раллийных автомобилей. И мы мечтали об участии в Дакаре, это безусловно, да. А дальше, что это выльется вот в такую судьбу, да, длинную судьбу. Команда такая будет знаменитая у нас с огромным количеством результатов, побед и так далее. Об этом мы, конечно, не задумывались тогда. Это была славная история. В 90-м году команда КамАЗ, тогда она называлась именно так, впервые приняла участие в ралли Париж-Дакар. В 96-м выиграла гонку, а потом победила еще 19 раз. Всего команда участвовала в этом ралли более 30 раз. А еще было 10 побед в международном ралли «Шелковый путь», многие другие соревнования мирового уровня, постоянное безоговорочное лидерство в российских чемпионатах по ралли-рейдам. Ярких моментов очень много. Естественно, победы запоминаются лучше, особенно первая победа, пока единственная на Дакаре в 2015 году, именно моего экипажа. Я был пилотом в этом экипаже. Это такое, наверное, самое дорогое и самое такое, что греет душу и будет что вспомнить в будущем. Надеюсь, еще не в одном Дакаре мы поучаствуем, и получится у нас еще привезти золотого бедуина к нам в город. Нам повезло, что мы родились в городе Набережные Челны, и что действительно был завод КамАЗ, и у завода была спортивная команда, куда каждый маленький спортсмен всегда смотрит с открытыми большими глазами. И у меня в том числе, конечно же, мы знали о команде, знали и смотрели по телевизору, что какие-то грузовики ездят по пескам. Это было так круто и здорово, что мы даже подходили к забору, где собирались эти машины, и просто смотрели с горящими глазами. Ну и была мечта попасть в эту команду, и вот мечты сбываются.
Кто бы знал, что теперь уже звезды спорта когда-то эту звезду себе намечтали. Была такая мечта, что когда-нибудь, может быть, там где-то прикоснусь, но вот судьба сложилась так, что достигнув определенных высот в картинге, уже понимал, что нужно куда-то дальше расти, и вот пришел в команду КамАЗ-мастер, устроился простым слесарем, подметал полы, с этого все начиналось как бы потихоньку, и вот видя, что справляясь с такими обязанностями, доверили сначала кабину, нахождение в кабине механиком, потом уже руль, но и дальше уже больше, уже более серьезные соревнования, и вот как бы очень рад, что судьба меня свела с командой. Саудовская Аравия, 21 год. Дистанция совсем не шутки и сразу проблема. Вдруг пробитое колесо дает фору соперникам в 5 минут. Но КамАЗ на то и мастер, что всегда дотянет до финиша. Почти весь спецучасток мы ехали с пробитым колесом. Спасибо, конечно, машине, что она привезла нас, несмотря на то, что было очень много скал, камней. Все у нас получилось. Такой сложной трассы, как в Саудовской Аравии, такой плотной конкуренции еще не было. В итоге КамАЗ-мастер завоевывает весь подиум на ралли-Дакаре в 2021 году. Володя, я вот Кагогина только что переговорил. Передай наши поздравления всей команде. Мы вот сейчас ассоциация идет, сейчас всеми объявлю. Поздравляю вас. Да, молодцы. На самом деле я очень люблю нашу команду КамАЗ-мастер. Люблю тех людей, которые там трудятся. И, конечно, люблю эти автомобили, которые они с каждым годом совершенствуют. И, конечно же, все это наша республика, это наша страна. Если мы можем такие машины производить, значит, мы можем без волдравности. Уникальность татарстанской команды состоит даже не в том, сколько побед она завоевала, ведь она безоговорочный мировой лидер по количеству пьедесталов. Главное в том, что это единственная команда в международной раллийной элите, которая сама разрабатывает, проектирует и собирает гоночные грузовики, на которых оставляет позади всех конкурентов. В 2022 году на ралли-Дакар КамАЗ-мастер отправляется на модернизированных КамАЗах. Какой двигатель стоит на боевом КамАЗе? Этот двигатель, он имеет повышенную мощность. Изначально он где-то форсирован до 2,5 раз. Основной принцип настоящих спортсменов – никакая победа не стоит жизни или здоровья, даже если это твои конкуренты. На дистанции всегда помощь и поддержка соперникам. И иногда это стоит собственных медалей. Сколько мы оказали помощи нашим сокомандникам, экипажам. И буквально за несколько дней до финиша автомобиль, скажем так, получил повреждения и загорелся. И, соответственно, мы потеряли очень много времени, после чего нас организаторы просто дисквалифицировали через день. И, к сожалению, не получилось завершить этот год, эту гонку. Но это, наверное, вот такой один из запоминающихся моментов. Обидненько, да. У нас была жуткая авария, самая тяжелая в истории команды. Это как раз с моим участием в Дакаре 2007 года, когда весь каркас смяло, и я потерял сознание, и с трудом меня достали из этой машины. Я знаю, что это такое. И я вижу свое участие в этом, чтобы максимально ребят от этого оградить. Но поражение и первые падения только раззадорили. Это 2004 год. Кубок мира. Меня взяли еще совсем юным. Было очень тяжело выдержать вот эту вот марафонскую гонку на протяжении 7 дней. После финиша я не хотел дальше продолжать, честно, но прошло буквально день или два. У меня снова появилось это желание, и только вперед. Эдуард Николаев, впрочем, теперь не просто легендарный пилот и призер. Юбилейный год стал трансформационным для него и в том числе для всей команды. Руководитель, царь Дакара Владимир Чагин снял с себя полномочия и передал руль преемнику Эдуарду Николаеву. Что же, новый этап для КамАЗ-мастера стартовал. Диляра Юсупова, Андрей Ключников, 7 дней.